Добрый вечер. Время реальной экономики, в студии Тимур Бекмурзин. И это время мы отчасти посвятим развенчанию мифов. Миф номер один. Экономический рост – это обязательно ущерб, вред для окружающей среды. За все хорошее нужно платить. Рост качества жизни оборачивается новыми угрозами и рисками для человечества. Тезис был довольно актуальным в эпоху индустриализации, когда человечество фактически не задумывалось над проблемами окружающей среды. Главное было создать огромное количество металлургических, машиностроительных, химических и других производств для удовлетворения растущих потребностей населения. Пусть даже за счет бездумного нанесения ущерба природе. Сегодня, смею надеяться, в России так задача в экономике и не ставится. Да, с некоторым опозданием, но к нам пришло понимание того, что беречь природу жизненно важно, а задачи экономического и экологического развития неразрывно связаны между собой. Без жесткого следования экологическим стандартам у нас просто нет будущего. Нам есть на кого равняться в этом вопросе в мире, и мы сейчас приведем примеры предприятий и стран, в которых экологическая тема доведена до совершенства. Скажем, в Финляндии нефтеперерабатывающий завод и один из крупнейших в Европе нефтяных терминалов находятся вблизи заповедника. И оказывается, что они могут жить друг с другом. Значит, можно поставить трубу, а с другой стороны можно пойти послушать пение птиц, подышать чистым воздухом, просто порадоваться жизни. Или другой пример. Для Казани весьма показательный и актуальный. Перед вами мусоросжигательный завод в швейцарском Цюрихе. А в нескольких десятках метрах от него, знаете что? Удивительный, но факт. Фермерское хозяйство. И это соседство здесь никого не шокирует. Я вам больше скажу. Есть такие примеры и у нас в России, и в Татарстане. Это предприятия, новые объекты, которые, конечно, не все абсолютно идеальны с экологической точки зрения, но это иной подход к производству, иной стандарт экологического качества в том числе. Еще один связанный с экологией аспект, на который я бы хотел обратить ваше внимание. В последние годы в нашу повседневность вошли такие понятия, как энергоэффективность, энергосбережение, зеленые инвестиции, зеленые технологии, зеленая экономика, зеленая энергетика. Сейчас этим стало модно заниматься, и это не просто так. В этой теме необходимо найти не только, собственно, экологический момент, но и обязательно экономический. А если вдуматься, экология начинает заниматься тогда, когда чувствует экономическую необходимость. Отсюда вывод. Экология и экономика не противоречат друг другу. Любая нормальная экономика должна быть экологичной. Вот мы сегодня и поговорим в очередной раз об экономике, об экологии и об энергетике. Смотрите в этом выпуске. Если мы будем создавать производство, которое соответствует самым строгим экологическим нормам, значит, среда обитания, она будет достойной для тех людей, которые живут в нашей республике. Экология – дело каждого. Как в Татарстане в целом решаются проблемы экологии, какие мероприятия проводятся, чтобы в республике дышать было легче, а водоемы были чище. Специалисты расскажут. Правильные приоритеты. Экологические мероприятия как фактор успешного предприятия. Как это работает на примере нефтехимического комплекса Татарстана. В первую очередь были реализованы мероприятия по очистке производственных сточных вод от загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов. Лучшие практики. Система очистки сточных вод на Казанской ТЭЦ-3 поднялась на новый уровень. В последнее время вопросам экологии отводится приоритетное внимание на самом высоком уровне. Владимир Путин постоянно говорит о задаче поэтапного перехода России к модели экологически устойчивого развития. Речь идет о развитии экономики с упором на решение экологических проблем. При этом не стоит сужать проблемы экологии исключительно к теме свалок или вредных выбросов в атмосферу. Здесь важно все, и к экологической проблематике необходимо подходить комплексно.
примеру, экология играет ключевую роль в устойчивом развитии городов. А это и вопросы гармоничного пространственного развития, вопросы модернизации ТЭЦ, котельных, коммунального хозяйства, развития экологичных видов общественного транспорта и многое другое. Второе – это экология как фактор сбережения народного здоровья. Для сбережения здоровья людей усилий только лишь медицины будет недостаточно. На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца. Поэтому президент ставит глобальную задачу. Цитата. «С 2019 года на экологичные, лучшие, доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. А с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды». И третье. Президент говорит про инвестиции в экологию. Это очень важный момент. Потому что теперь, судя по словам Путина, экология – это не тормоз, а наоборот, драйвер развития. Как меняется экологическая обстановка в Татарстане? Зарина Ахметова продолжит. Более 6 миллиардов рублей. Такую сумму в прошлом году направили на охрану окружающей среды в Татарстане. В любом случае, эти траты необходимы. И вся логика развития региона говорит о том, что эти вложения, будут только расти. Татарстан – крупный промышленный регион. Соответственно, развитие в текущем году систем инструментального и расчетного мониторинга атмосферного воздуха для таких территорий, как, например, Елабужский район, где активно развивается особая экономическая зона Алабуга, является стратегической задачей для безопасности населения и территории в целом. В прошлом году предприятиями республики обеспечено снижение негативного воздействия на атмосферный воздух. Работа в этом направлении продолжится и далее. Такую задачу озвучил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. За 6 лет объем загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов. Двигаться к этой цели надзорные органы и бизнес будут вместе. А как? Обсудили на Первом республиканском экологическом форуме. Его участниками стали эксперты и представители около 200 татарстанских компаний. Практически предприятие может выбросить, а это пока инспектор доходит, он уже рассеется. Для этого именно разделили предприятия на категории. Первая категория предприятий, именно где потенциально много возможно, что могут выбросить. То есть в дальнейшем в этих предприятиях на этих источниках будут устанавливаться датчики, которые будут в онлайн-режиме снимать данные. Многие производственные предприятия в некоторых моментах не очень хорошо знают, как необходимо соблюдать экологическое законодательство. И таким образом негативно влияют на окружающую среду. Наш форум призван с тем, чтобы предприятия могли модифицировать свои производственные мощности таким образом, чтобы они положительно сказывались на окружающей атмосфере. В прошлом году в республике уменьшить количество выбросов удалось и за счет перевода более 2000 автомобилей на газомоторное топливо. 482 автозаправки республики оснащены системами управления и рекуперации паров бензина. С учетом поручения правительства России, утвержденного Росводресурсом и графика, проведена работа по установлению границ зон затопления и потопления 6 водных объектов. Несмотря на все проведенные мероприятия, остаются и нерешенные пока проблемы. Наболевшим остается вопрос скопления мусора на полигонах. 11 из них полностью заполнены. Вопрос их рекультивации пока на стадии решения. Незаконные свалки – еще одна главная боль экологов. В республике их более 1500. Инспекторами пресечено более 6 тысяч нарушений природоохранного законодательства, взыскано 74,8% административных штрафов и ущерба на сумму более 55 миллионов рублей. В данном направлении нам необходимо работу усилить.
В отношении злостных нарушителей возбуждено 35 уголовных дел. Качество воды, рекультивация свалок, модернизация очистных сооружений. В решении проблем должны помочь федеральные программы в рамках национального проекта «Экология». По нему до 2021 года республика получит почти 5 миллиардов рублей. Часть средств направят на проект оздоровления Волги, в рамках которого запланировано строительство и модернизация 44 очистных сооружений в сфере ЖКХ. К 2024 году запланировано снижение объемов загрязнения сточных вод в 3 раза. Мы же знаем, что состояние очистных сооружений, качество питьевой воды. За один день это не сделать, но должна быть программа, которая позволила нам в ближайшие, хотя бы за 6 лет, самые острые вопросы решить. Если мы будем бережно относиться к природе, если мы будем создавать производство, которое соответствует самым строгим экологическим нормам, значит, среда обитания, она будет достойной для тех людей, которые живут в нашей республике. Экология – дело каждого. На самом деле это в наших силах превратить этот слоган в правило, в норму, руководство к действию. Начать, конечно, нужно каждому себя, изменить отдельные привычки, прекратить лениться, начать выполнять элементарные правила экологической культуры. Какие? Например, сортировать опасные отходы, отказаться от избыточного использования части одноразовых вещей, тех же салфеток, полотенец, посуды, экономить электроэнергию, меньше использовать автомобильный транспорт, больше ходить пешком и так далее. Формирование экологического образа жизни – это вопрос комплексный и всеобъемлющий. Неправильно думать, что это забота исключительно государства. Мы все заинтересованы в сохранении окружающей среды. Другой стереотип – это то, что источник всех экологических проблем – это промышленные предприятия. Это действительно миф, потому как высокие экологические риски просто невыгодны экономически крупным компаниям. Это как минимум высокие штрафы, как максимум путь к разорению. Поэтому для любой современной социально ответственной и успешной компании экологические мероприятия – это и правило, и даже жизненная необходимость. Тема охраны окружающей среды и рационального природопользования для Татарстана особенно актуальна, поскольку наша республика является одним из наиболее промышленно развитых регионов страны. Президент Татарстана Рустам Минниханов на последней совместной итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан отметил: конечно, новые проекты реализуются по самым строгим экологическим стандартам. Но у нас есть производства, введенные 20-30 лет назад, которые сегодня создают нам достаточно большую нагрузку. Но постепенно ситуация меняется. В частности, большая работа проведена в Нижнекамске, где 10-15 лет назад обстановка была намного сложнее. Хотя мы уже увеличили нефтепереработку в 2 раза, выпуск других производных нефтеперерабатывающей промышленности, также большая работа идет в области новых энергетических установок, которые тоже соответствуют самым последним требованиям. Что это за уникальные проекты, какой экономический и экологический эффект они дают нашей республике, расскажем прямо сейчас. Чтобы предприятие работало эффективно, недостаточно вкладывать средства только в покупку нового оборудования, информатизацию процессов или расширение штата. Развитие инфраструктуры, модернизация на перспективу – вот главные отличительные черты компании-лидера. Так, экологическая безопасность и охрана окружающей среды уже на протяжении многих лет является одним из обязательных условий успешного развития предприятий группы компаний «Таиф». На сохранение чистоты природы руководители направляют миллиарды рублей. Так, к примеру, в 2017 году более 3 миллиардов 700 миллионов рублей ОАО «Таиф НК» вложила в масштабную реконструкцию цеха биологической очистки промышленных сточных вод нефтеперерабатывающего завода Нижнекамска. Этот проект уникален, его аналогов в России нет. В чем же его особенность? А в том, что поступающая с производства вода на этих установках не просто отделяется от нефти и грязи, а очищается на 99,99%. Но отправляют ее не в реку. После полноценной очистки вода возвращается обратно в технологический процесс.
Так образуется круговорот воды в рамках одного предприятия. Реконструкция локальных очистных сооружений, она назрела уже давно, потому что они были введены в эксплуатацию еще в середине практически прошлого века. Поэтому в рамках реализации комплекса глубокой переработки остатков мы его заложили и начали реализацию именно реконструкции 9-го цеха нефтеперерабатывающего завода. Уровень изъятия нефтепродуктов 99,99. Это такого результата нету. Вот при нас, значит, директор Тайфинка выпил воду живой, наоборот, еще лучше начал выглядеть. Производительность установки 500 кубометров в час в год. Она способна пропустить более 4 миллионов 300 тысяч кубометров. Пройдя 4 ступени очистки, вода из вот такой серой жидкости превращается в абсолютно прозрачную и чистую. Контроль за качеством очистки воды осуществляет специализированная лаборатория. Для этого пробы воды собираются на каждом этапе. В лаборатории более наглядно представлено, какой становится вода, пройдя каждый блок очистки. Благодаря такому замкнутому водооборотному циклу компания Тайфинка сократила потребление свежей воды из реки Камы на 656 тысяч кубометров, а количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократилось на 70%. Но это не единственный экологический проект, реализованный на нефтеперерабатывающем заводе. Снижение опасного воздействия на окружающую среду – это комплекс мер, реализуемый на Тайфинка ежегодно. На эти цели в 2018 году Тайфинка направила более 380 миллионов рублей. Еще один пример экономически и экологически эффективного производства – компания «Казань Оргсинтез». На огромной территории под столицей расположен целый комплекс химических производств с современными системами природоохранного оборудования. Затраты на охрану окружающей среды ежегодно составляют сотни миллионов рублей. Модернизация факельных систем позволила ежегодно на 20 тысяч тонн снижать выбросы СО2 в атмосферу, а также получать дополнительно более 227 тысяч гигакалорий вторичного пара. А вот на заводе бисфенола А внедрение современных технологий позволило производству работать абсолютно без отходов. Установка факельной системы закрытого типа уничтожает до 3600 тонн смолистого остатка бисфенола А. При горении нет дыма, уровень шума низкий, а тепловое излучение отсутствует. Имеется внутренняя камера сгорания и внешняя камера сгорания. И в потоке топливного газа на горелках в этих камерах сгорания происходит сгорание этих отходов. Рабочая температура факельной установки в районе 870 градусов. Распределение температуры по стволу от 120 до 1000 градусов. И вот происходит полное сжигание этих технологических отходов до образования СО2 и воды. Качеству и чистоте воды на Казань Оргсинтез тоже уделяется огромное внимание. Одно из наиболее масштабных экологических мероприятий – ввод в эксплуатацию узла гипохлорирования для обеззараживания волжской воды. Для приема избыточного осадка сооружений биоочистки в 2017 году реконструировали шламовые и иловые площадки. На объектах заменили основания, стены, площадки укрепили железобетонным основанием, предотвратив просачивание загрязнений в почву. Здесь же происходит разделение жидкой и твердой фазы, подсушка осадка до определенной влажности, с дальнейшей тоже утилизацией. В целом внедрение шламовых и иловых площадок привело к экологическому эффекту, такому как защита плодородного слоя почвы, грунтов, подземных грунтовых вод от загрязняющих веществ. Одним из настоящих эко-лидеров в Татарстане можно назвать ИПАО «Нижнекамскнефтехим». Экологическая программа, разработанная до 2020 года, обеспечивает надежную защиту окружающей среды. На реконструированных биологических очистных сооружениях Нижнекамскнефтехим очищаются не только стоки предприятия, но и стоки с промышленного узла, городские и коммунальные стоки. Также среди значимых эко-мероприятий сбор отдувок и перевод их в факельную систему, использование факельных сдувок в качестве топлива, оптимизация режимов ведения технологических процессов. Примечательно, что новые объекты, которые будут построены на площадке Нижнекамскнефтехима, также внесут свой вклад в оздоровление экологической ситуации в Нижнекамске. Это, например, касается строительства новой парогазовой установки ПГУ ТЭС на базе газовых турбин производства Siemens. Мощность новой электростанции 495 мегаватт была рассчитана исходя из текущего потребления энергоресурсов компании и параметров перспективных производств.
С точки зрения экологии на ПГУ ТЭС в качестве топлива будут использоваться отдувки производства Нижнекамск-нефтехима, продукты переработки нефтяного газа с действующего и будущего производств этилена. Это позволит снизить нагрузку на атмосферу воздуха. Отдельно сказать, что проведены серьезные испытания и получены положительные результаты по сжиганию этой газовой смеси отдувок сингаза. Фактически уникальная получилась камера сгорания, которая позволяет именно утилизировать продукты сдувки, побочные сдувки производства Нижнекамск-нефтехима. Именно не просто утилизировать их, а утилизировать с показателями выбросов по соответствующим самым жестким нормам. В целом проект идет неплохо. Я думаю, что тот результат, который мы поставили перед собой, и в те сроки, которые мы поставили перед собой, будет достигнут. Проект строительства совместно осуществляют ПАО «Нижнекамск-нефтехим» и ОАО «ТГК-16». Энергокомпания выступает в качестве технического заказчика и консультанта. Реализация проекта ПГУ ТЭС позволит достичь наилучших показателей в области охраны окружающей среды для процессов производства энергии. Планомерная работа по внедрению лучших технологий в области охраны окружающей среды для предприятий группы ТАИФ – это уже необходимость. Причем к решению технологических и экологических проблем здесь подходит комплексно. Активное участие в этой работе принимают в том числе специалисты энергокомпании ОАО «ТГК-16». Красота и мощь одновременно – это про Казанскую ТЭЦ-3. Сегодня эта станция по праву считается не только одной из самых мощных в России, но и высокоэффективных. И все благодаря вот этой газовой турбине компании General Electric. Самая крупная в Казани теплоэлектроцентраль имеет общую установленную электрическую мощность 789 мегаватт. Тепловая мощность составляет 2390 гигакалорий в час. Несмотря на такие внушительные показатели, все объекты на Казанской ТЭЦ-3 расположены компактно. Еще одно достоинство газотурбинной установки – ее гибкость. Быстрый пуск, быстрый набор нагрузки, высокая надежность и высокая эффективность – ключевые показатели для электроэнергетики. Уникальная турбина сопряжена с уже существующим на электростанции паротурбинным оборудованием. Благодаря этому в результате ввода газотурбинной установки ТЭЦ вырабатывает электроэнергию и тепло на основе парогазового цикла. Среди других преимуществ ГТУ необходимо отметить ее большую эксплуатационную маневренность, которая достигается за счет применения инновационной агрегатной системы управления, что в свою очередь позволяет быстро запускать установку, переходить на частичную нагрузку с сохранением высоких показателей эффективности. Ну и еще один существенный плюс – экологический. Такие высокие производственно-технические показатели достигнуты без какого-либо ущерба для окружающей среды. Специалисты отмечают, турбина на Казанской ТЭЦ-3, можно сказать, экологически чистая. В энергоблок встроена низкоэмиссионная камера сгорания, которая позволяет Казанской ТЭЦ-3 существенно уменьшить выбросы в окружающую среду. Введенная в 2017 году в эксплуатацию новая установка позволяет снизить выбросы дымовых газов по сравнению с традиционными технологиями, установленными на других электрических станциях, в 2 раза, а то и более. Еще один повод для гордости – новая система очистки сточных вод на станции. Ни для кого не секрет, что в наше время интенсивного технологического развития проблеме качества воды уделяется особое внимание. Речь в данном случае не о питьевой воде, а о той, что используется для технических нужд. В энергокомпании ТГК-16 на Казанской ТЭЦ-3 этот вопрос был снят полностью. Новая система очистки сточных вод решает сразу 2 главные задачи. Первое – обеспечивает возврат воды для нужд предприятия после ее очистки. И второе – предотвращает попадание технической воды в наши реки и водоемы, тем самым исключен в принципе вред растительному и животному миру. Кроме того, новая система очистки позволяет более эффективно очищать сточные воды предприятия от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Строительство новых очистных сооружений началось в 2013 году и велось по этапам. В первую очередь были реализованы мероприятия по очистке производственных сточных вод от загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов.
С завершением строительных работ в 2018 году реализован последний этап – сбор и очистка ливнево-талых стоков с основной площадки станции. Общие затраты компании составили 165 миллионов рублей. В результате на Казанской ТЭЦ-3 появились сразу две системы очистки. Первая из которых связана с очисткой загрязненных нефтепродуктами сточных вод, а вторая с очисткой ливнево-талых и промышленных стоков. По результатам работы очистных сооружений за 2018 год возврат воды в циркуляционную систему оборотного охлаждения станции увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. При этом практически исключена возможность попадания загрязненных нефтепродуктами стоков в водные объекты Казани и, в частности, в Волгу. Строительство и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений обеспечивает более рациональное отношение к природным ресурсам. Реализация данного инвестиционного проекта за счет собственных средств позволяет ТГК-16 вносить дополнительный положительный вклад в реализацию федерального приоритетного проекта сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги и участвовать в экологическом оздоровлении Волги. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на телеканале «Новый век».